Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер. Смотрите сегодня. Образование как национальный приоритет. В столице проходит августовское совещание работников в сфере образования. В Якутск прибыл федеральный замминистра, о чем говорили сегодня. Какова готовность к 1 сентября? В Неренгринском районе надзорные органы проверили все образовательные учреждения. Готовы ли местные школы встретить учащихся? Шанс начать новую жизнь. В Якутске организовали ярмарку вакансий для осужденных. Какую работу предложили этим гражданам и как у них идет адаптация на рабочих местах? Судну 59 лет, и он все еще в деле. В Якутске думают над тем, что делать с историческим пароходом. Он отправится на свалку или на нем устроят ретро-круизы. Триколор как символ единства разных народов. Россия отмечает День государственного флага. В Якутске и районах республики прошли народные гуляния. В столице республики проходит августовское совещание педагогов и управленцев в сфере образования. Участие принимает заместитель министра просвещения России Павел Зинькович. Нынешнюю встречу педагогов он назвал особенно важной и связал ее с исполнением майского указа главы государства о стратегических целях развития страны, в котором образованию посвящен целый блок поручений. Павел Зинькович сказал, что в настоящее время ведется активная работа над национальным проектом «Образование». В этом документе фактически будет прописана дорожная карта достижения тех целей, которые обозначены президентом Путиным. До завершения работы над документом на федеральном уровне остались считанные дни. Далее предстоит взаимодействие с регионами в рамках этого национального проекта. Приветствовать на нашей работе. Я хочу сказать, что, говоря о взаимодействии с нашими коллегами в Республике Саха, с вами, мы с оптимизмом смотрим на то, что мы, так сказать, эти задачи решим и добьемся поставленных целей, потому что здесь, в Республике Саха-Якутия, работает очень профессиональная команда по управлению сферой образования. В республике, так сказать, большое значение уделяется образованию. Несмотря на то, что вы очень богаты природными ресурсами, видно, что самым главным своим бриллиантом вы считаете наших детей, наших людей. И даже сегодня, беседуя с Арсением Сергеевичем и с моими коллегами, видно, что образование остается в числе главных приоритетов. Это очень важно. С обращением по развитию образования в республике на этом совещании выступил и Айсен Николаев. Руководитель региона отметил, что общество ждет от педагога высоких универсальных способностей, навыков работы с цифровыми образовательными компетенциями, умениями мотивировать учащихся. И вот что сказал Айсен Николаев о дальнейшей модели развития образования в Якутии. Мы понимаем, что для того, чтобы быть лидерами изменений, нам необходимо в первую очередь очень серьезно вкладываться в изменение системы образования. Причем не только там общего образования, но и дошкольного образования, систему профессионального образования, высшего образования, так, ну и, конечно, само собой школы. Так. Причем менять не только материально-техническую сторону, как многие это предполагают, так, а менять и содержательную часть. В том числе, конечно, в этих вопросах мы должны очень серьезно работать по изменению подготовки наших педагогов. Уверен, что вот это серьезнейшие задачи найдут отражение в указе, который у нас появится в конце сентября по дальнейшему развитию системы образования в республике. И это послужит таким отправной точкой для выстраивания дальнейшей модели развития образования в республике Саха-Якутия, которая, еще раз говорю, позволит нам стать лидерами изменений в целой стране. Более подробно о том, какие детали развития образования обсуждали на Большом августовском совещании, в материале нашего корреспондента Ланы Ильиной. Новый формат – главное отличие августовского совещания в этом году. Дискуссионная площадка по развитию образования и науки продлится 2 дня. Цифровизация – один из главных пунктов.
Развитие, которое мы будем в дальнейшем получать, скажем, да, в развитии системы образования и вообще экономики, то это, конечно, цифровая экономика и так далее. Это очень, конечно, требует от нас мобильности и, соответственно, приложения сил. Темпы улучшения материально-технической базы в сфере образования Якутии нужно сохранить, уверены в руководстве региона. Подготовка кадров – один из самых обсуждаемых вопросов. Не менее 100 часов в год учителя должны будут проходить курсы повышения квалификации. Было предложено, чтобы у педагогов было определенное финансирование на подготовку, на переподготовку, на повышение квалификации, которые он мог бы использовать в том числе и дистанционно. В 8 школах уже этой осенью ведут курсы по цифровизации. Алексей Илларионов – разработчик учебной программы. Он считает, что цифровое образование – это не конкретный объем знаний, а способность быстро найти, проанализировать и использовать информацию. Образование сейчас в наше время является приоритетом. И вообще не только для системы образования это важный такой посыл, да, а для всего нашего общества, потому что развитие нашей современной экономики, сейчас у нас есть курс на создание новых креативных интеллектуальных отраслей экономики, невозможно без формирования человеческого капитала, который, конечно же, формирует именно образование. Образование не ставит целью подготовить человека к самостоятельной жизни. Оно должно создавать ориентиры. Наглядно, сегодня из 10 самых востребованных профессий, существовавших 5 лет назад, 8 уже не существует. Лана Ильина, Георгий Григорьев, Якутск. В Нерюнгринском районе, как и повсеместно, завершается подготовка школ к новому учебному году. В эти дни надзорные органы проверили все образовательные учреждения района, насколько готовы нерюнгринские школы встречать своих учеников. Сюжет Екатерины Павловой. Проверка готовности школ к новому учебному году – своеобразный экзамен для участников образовательного процесса. Система охраны, антитеррористическая безопасность, пожарная сигнализация и оповещение, запасные выходы и лестницы, правильное освещение, чистота, исправность кранов в умывальниках. Комиссия проверяет десятки позиций. У нас 21 учреждение образовательное, которое готовится к учебному году. Значит, на данный момент у нас все учреждения готовы. 10 паспортов подписано всеми членами комиссии и председателем комиссии. И 11 паспортов подписаны всеми членами комиссии и лежат на подписи у председателя. Готовность первой городской гимназии к новому учебному году сомнений не вызвала даже у самых строгих и придирчивых членов комиссии. Был проверен уровень громкости звуковых оповещений на каждом этаже. Сигнал тревоги должен быть слышен во всех кабинетах. Пожарные шкафы полностью укомплектованы и готовы к работе. Оборудованы паспорта по дорожной безопасности. В гимназии проведены все ремонтные и косметические работы. Обновлены классы, покрашены стены. Проверка и ремонт технологического оборудования. В школе должно быть тепло, светло, чисто. Поэтому это было сделано в первую очередь. Членами комиссии проверяется буквально каждый сантиметр внутренних помещений и прилегающих школьных территорий. Здесь нет мелочей, так как от качества приемки напрямую зависит самое дорогое – жизнь и безопасность детей. К новому учебному году в Южной Якутии готовы все. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, Нерюнгри. К другим темам в столице прошло заседание правительства Якутии. Рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за первую половину этого года. Так, валовой региональный продукт оценочно составил 401 миллиард рублей, оценка ВРП 3,5%. Индекс промышленного производства составил 105% по отношению к периоду прошлого года. Отметили сохранение стабильного роста темпов добычи полезных ископаемых – 104,5%. Валовая продукция сельского хозяйства за данный период в этом году составила более 4 миллиардов 556 миллионов рублей. Тем самым показатель увеличился на 0,7%. Надо сказать, что в целом
основные макроэкономические показатели в республике положительные. Отмечается рост валового регионального продукта, промышленного производства, инвестиций в основной капитал. Все это были планируемые, прогнозируемые, положительная динамика. Но при этом нужно сказать, что впервые у нас за 3,5 года падения отмечается рост реальных денежных доходов населения. Это очень положительный признак того, и связано с большей степенью с ростом заработной платы, особенно в бюджетной сфере. В бюджетной сфере надо сказать, что средняя заработная плата увеличилась на 21% в среднем по всем учреждениям бюджетной сферы. В Якутии стартовало досрочное голосование к предстоящим выборам. Его проводят в труднодоступных и отдаленных местностях. Это касается 28 районов республики. В рамках этого проведут около 580 выездов на наземном и воздушном транспорте. В общей сложности в досрочном голосовании примут участие порядка 3800 избирателей. Работа участковой избирательной кампании началась 19 августа в Миконском районе, где проголосовали 30 человек, в Алдане, в селе Хатыстыр проголосовали 10 и 40 человек проголосовали в Жиганском районе. Голосование по месту нахождения. Сегодня люди могут голосовать не только по регистрации, но и находясь в республике Саха-Якутии, прописанные в одном месте, они могут, написав соответствующее заявление, проголосовать именно там, где они будут находиться. Но нужно объяснить еще раз нашим людям, что они будут голосовать таким образом только на государственных выборах. Сейчас короткая пауза, ровно 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Шанс начать новую жизнь. В Якутске организовали ярмарку вакансий для осужденных. Какую работу предложили этим гражданам и как у них идет адаптация на рабочих местах. Судну 59 лет, и он все еще в деле. В Якутске думают над тем, что делать с историческим пароходом. Он отправится на свалку или на нем устроят ретро-круизы в Якутии. Триколор как символ единства разных народов. Россия отмечает День государственного флага. В Якутске и районах республики прошли народные гуляния. Якутия-24, прямой эфир. С вами Влад Давыдов. Программа «Итоги дня». Мы продолжаем выпуск. После ливневых дождей в Мирнинском районе обстановка на водных объектах остается сложной. Так, на реке Малая Батобья из-за паводка утонул мост. Уровень воды на сегодня составляет порядка 3 метров. За несколько дней вода упала всего на 2 сантиметра. Высокая вода не дает переправить какую-либо технику. Перевозка людей идет исключительно маломерными судами. Более 100 человек и около 80 единиц техники не могут приступить к работе и вынуждены ждать снижения уровней воды уже 5-е сутки, так как других путей объезда просто нет. Люди обеспокоены, расходы на питание и воду увеличиваются. На месте работает оперативная группа. В состав входят сотрудники ГИМС, представители службы спасения республики. Буквально за вчерашний день мы перевезли порядка 250 человек, из них где-то 20 детей. Сегодня, конечно же, еще будет наплыв транспорта, который идет, несмотря на то, что вроде бы как организовано информирование на переправе в Крестях, и спрогнозировать точно, когда произойдет спад этой воды до минимально необходимого уровня, а он по заявлениям специалистов МОАТ должен не меньше 2 метров быть. То есть вода должна где-то еще порядка 1,5 метра упасть. Ситуация такая, вот ее повлиять на нее, изменить ее пока что не представляется никак возможным. Жители Якутии, пострадавшие от паводка, продолжают получать финансовую помощь, в том числе из средств федерального бюджета. Деньги перечислены в районные администрации, в частности в Амгинский район. Весной там в 6 населенных пунктах было затоплено 249 жилых домов, в которых проживают 1030 человек. Были затоплены муниципальные дороги, многоквартирные дома, объекты образования. Ущерб от весеннего паводка в Амгинском улусе оценили в 32 миллиона рублей. На сегодня все аварийно-восстановительные работы проведены. Жители начали получать финансовую помощь. Из федерального бюджета в Амгинский улус поступили 53 миллиона рублей.
Нынче вот федеральные вот получили по 110 тысяч на человека. И вот хотим купить стройматериалы, фанеру, краски и утеплять будем дом. Купили сейчас пока полистироль, пенополистироль купили и будем еще фанеру купим вот на днях. Фанеры, полы будем делать. Вот еще заборы сделали нынче. Заборов не было, со всех сторон не было. Благодаря федеральной помощи люди нынче подготовятся к зиме. Более 100 молодых семей, проживающих в промышленных районах Якутии, получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Такое решение для семей Алданского, Ленского, Нирнинского и Нерюнгринского районов приняла правительственная комиссия Якутии. Также утвердили списки якутян, получателей социальной выплаты, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года. В списке включили 2 получателей из числа ветеранов боевых действий в Алданском районе, 1 ветерана боевых действий в Ленском районе, 4 инвалидов и 1 ветерана боевых действий в Нерюнгринском районе. В Якутске прошла ярмарка вакансий для осужденных. Работу предложили 5 организаций. В течение дня к ним обратились более 30 человек. Что предлагают гражданам с судимостью и как они справляются с адаптацией на рабочих местах. Сюжет Юрия Осипова. 41 осужденный в Якутии нуждается в работе. По крайней мере, именно столько человек обратились в службу занятости. Вакансию уже получили 10 человек. Один даже стал предпринимателем. Иной раз Центр занятости сам идет к исправившимся гражданам, проводит мини-ярмарки вакансий. Значит, как известно, лица, имеющие судимость, имеют определенные проблемы с устройством на работу. Значит, уголовно-исполнительной инспекции проводится большая работа. Значит, наши осужденные направляются на консультации в Центр занятости. В первую очередь в Центр занятости направляются лица, в отношении которых судом возложена обязанность трудоустроиться на работу, в отношении которых возложена обязанность возместить ущерб. Можно получить должность водителя, слесаря или плотника. Есть вакансии для женщин. Я очень рада, что я попала на этой ярмарке, что специалисты так хорошо объяснили. Я очень благодарна. А сегодня я очень довольна, что объяснили очень хорошо. Хорошо, что вот таких ярмарках, что больше было. Мы, люди, нуждаемся понятие людей, и нам тоже нужна работа. 22 предприятия Якутии обязаны помогать в трудоустройстве граждан. Обязывает республиканский закон. 64 места – общая квота по республике. 59 человек уже нашли работу. Ну, вообще, работодатель в соответствии также с федеральным законом о занятости, если у него возникает потребность в данных работниках, он подает сведения о потребности в Центр занятости города Якутска. Наши инспектора обрабатывают данную заявку. Соответственно, инспектора, которые уже непосредственно работают с гражданами, производит направление данных граждан к работодателю. Соответственно, работодатель, если его сотрудник устраивает, принимает на работу, и мы его трудоустраиваем на квотное рабочее место. 4 осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, работают в якутской продовольственной компании. По словам работодателя, нареканий к сотрудникам нет. Поскольку эта категория людей относится к социально незащищенной группе, мы стараемся помочь им реабилитироваться в социальной жизни и, конечно же, восполнить нашу потребность в рабочей силе. Для осужденных, стоящих на учете, также предусмотрены программы по переобучению. То есть, если человек хочет работать, но ему не позволяет квалификация, его вполне могут обучить. Это можно сделать как из Центра занятости, так и сам работодатель. Судебный приговор – не конец жизни. Люди, отбывшие наказание, могут вернуться к нормальной жизни. Для этого требуется желание, небольшая помощь со стороны государства и понимание граждан. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Джилустан Иннокентьев, Якутск.
На базе Центральной районной больницы Алданского района запланировали открытие сосудистого отделения. Как заявили в пресс-службе руководителя региона и правительства республики, в 2019 году в рамках реализации дорожной карты по повышению эффективности здравоохранения в Якутии в Алданском районе откроют первичное сосудистое отделение на 10 койко-мест. Также прорабатывают вопрос по открытию центра амбулаторной онкологической помощи. В Минздраве региона уверены, что открытие центра позволит снизить нагрузку с республиканского онкологического диспансера и проводить диагностику на месте. Культурные объекты Якутии готовят к новому творческому сезону. Капитальные текущие работы проводят в 27 учреждениях культуры. Это утепление фасада, потолочного перекрытия, замена полов, окон и укрепление стен. Также ремонтируют системы отопления и электрические сети. Ремонт финансируют из разных источников муниципального и федерального бюджетов, а также силами спонсоров. К слову, из бюджета страны на капитальный ремонт выделили 15 миллионов рублей. Так, в 2017 году через федеральную программу нам удалось отремонтировать, помочь в ремонте 20 объектов культуры на уровне поселения на сумму 8 миллионов 503 тысячи рублей. В этом году уже увеличиваем, мы планируем отремонтировать 27 объектов культуры. Больше всех объектов в Медино-Хангаласском, Усалданском. Мы поддержали в этом году Татинский район, да, особенно районный дом культуры Татинского района. Мы аппаратуру выделяем и ремонт должны провести. Какая судьба ждет историческое судно? Речь об одном из уникальных пароходов Красноярск конца 50-х годов. Он остался в Якутске. Судно считается одним из выживших речных грузопассажирских транспортов, существовавших еще в советское время. Сегодня в современной России таких сохранившихся пароходов по стране осталось всего 3, и только наш якутский Красноярск считается эксплуатируемым, остальные 2 уже давно нет. Что будет с этим судном? Он отправится на свалку или на нем устроят ретро-круизы? В теме разбирался Дмитрий Тымыров. Красноярск был построен в Венгрии на верфи в Будапеште в 1959 году по проекту 737А как среднемагистральный грузопассажирский речной пароход с бортовыми гребными колесами. Были в Якутии еще 3 парохода – Хабаровск, Иркутск и Благовещенск. 3 парохода пришли в 1959 году, а Благовещенск, после такого ремонта, после зимовки неудачной, был в 1961 году введен в строй. Жизни Хабаровска, Иркутска и Благовещенска были яркими, но короткими. Красноярск – последний из магикан, единственный, кто может ходить по реке. Его эксплуатировали вплоть до 2008 года. Потом про пароход забыли, оказался не нужен. Николай узнал про судьбу судна. Опытному речнику стало обидно за Красноярск. Попытался спасти. С 2008 по 2013 вот он находился в Киренске. Значит, здесь долго мы пытались привлечь республиканские власти, чтобы, значит, как-то эти пароходы оживить. Вот. Но все, будем говорить, на уровне намерений все осталось. Но и потом уже как частные, будем говорить, физлица, мы приняли решение, что выкупить 2 парохода, Красноярск и Благовещенск. Красноярску 59 лет. Состояние отличное. Обшивка, мебель сохранились в первозданном виде. А вот это, значит, материал, нет, это называется столярная плита. Столярная плита, то есть с 2 сторон фанера и внутри брусок. И вот так он инкрустирован, значит. И вот пароход изначально был полностью обделан такими панелями. То есть внутри интерьер в таком венском стиле. Красноярск простаивает. Николай уверен, если бы пароход не выкупили, то его пустили бы на металлолом. Мечта запустить ретро-круизы по Лене. Красноярск не должен отправиться на свалку, говорят специалисты речного пароходства. Людям нравилось именно в ретро-пароходе. Ведь там, когда смотришь, как работают шатуны, это же мощные такие кулаки, которые вращают вал, колеса. Все это завораживает. А потом ведь есть возможность посмотреть на работу котла, паровой котел, который производит пар
Чтобы судно вновь пошло, нужно 5 миллионов рублей. Скромных частных вложений недостаточно. В других городах России пароходы серии 737А давно вышли из строя. Где-то их превратили в музей или в ресторан. В некоторых регионах и вовсе пустили на запчасти. Красноярск еще может послужить Якутии, например, стать магнитом для туристов. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Россия отмечает День государственного флага. Исторический триколор вернулся во время путча 1991 года, а ровно 25 лет назад этот праздник был утвержден президентским указом. День флага отметили и в Якутске на площади Дружбы. Репортаж Анастасии Кобызевой. Цвета российского триколора повсюду. В руках у горожан, на крышах госучреждений и на гигантских полотнах. Чувство патриотизма, что ты живешь в России. Да, горжусь. Антипод в исполнении артистов Государственного цирка Республики Саха-Якутия. Этот праздник связан с Россией, так как наши предки сражались за нашу Россию. Этот флаг – это наша гордость. Желаем всем якутянам, всем жителям столицы жить активно, проявлять гражданскую сознательность. Всех с праздником! Площадь Дружбы – главное место праздника в Якутске. Флаг России – символ единства разных народов, проживающих на территории огромной страны. Мы едины, мы непобедимы. Это очень важно, что под флагом именно России мы добивались наших побед. И для молодежи это тоже очень важно, потому что это в будущем время их побед. И очень важно, что они пронесут его именно под знаком бело-сине-красного полотнища. Особенным 22 августа стало для 6 юношей и девушек. На сцене им вручили российские паспорта. Подростки с особым трепетом приняли заветные красные корочки. Для меня это очень важно, то что я получил паспорт от самого главы Якутии. Меня подталкивает это быть честным и хорошим гражданином Российской Федерации. Наши юные сограждане получили уже паспорта гражданина Российской Федерации. Уверен, что вот символизм этого события, конечно, будет всегда вместе с ними. И они на самом деле станут достойными гражданами своей великой страны Российской Федерации. На площади Дружбы можно было не только отпраздновать праздник, но и принять участие в акции «Дотронься до России». Любой желающий мог окунуть руку в краску и дотронуться до белого полотна, оставив свой отпечаток. В итоге получился вот такой вот красочный триколор. День российского флага отмечают уже четверть века. Идея проста – показать важность государственных символов России. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. Мероприятия, посвященные государственному флагу России, прошли сегодня и в Уснере Аймеконского улуса. Колонна, украшенная флагами, прошла по центральной улице поселка. В первых рядах колонны прошли ребята детского объединения «Искра». А на площади Победы состоялся митинг, на котором выступили почетные жители района и прозвучали песни о России. А вечером подвели итоги конкурса фотографий в Инстаграме под названием «Любимый триколор». Это очень знаменательное событие для нашей страны. Под российским флагом объединены более 100 национальностей нашей необъятной Родины. И, конечно, этот праздник имеет очень большое значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, для воспитания любви к своей Родине. Я очень сильно волновалась, что получила в день флага паспорт. Я запомню это на всю жизнь. Это символ нашей страны. Он нас всех, россиян, объединяет, а когда мы едины, мы непобедимы. День флага в России отметили и в Ленске. Днем состоялось торжественное мероприятие. Во второй половине дня провели флешмоб. 60 ленчан выстроились около Дома культуры в российский триколор. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте всегда в курсе.